Информационная программа «Вести Кудымкар Велиш Тиангат», студия Андрина Батуева. Бур рыд, джен таталуня тема зилыш. Трагедия шогмис вильгода, кин по назвичную ответ семья шогмам спонда. Карич гармонист коллекционирует и ремонтирует музыкальный инструмент тез. Талунчень пондачис рождественской Филиппов пост. Вильгод шавижалуна шогмам трагедия черти. Следственный комитет оштис уголовное дело. Ребенка меня с рук взяли и все. Потом просто сказали, что ребенок умер. Праздничного настроения в прошлую новогоднюю ночь у Анны Кургановой не было. За несколько часов до боя курантов ее двухгодовалому сыну Родиону стало плохо. Резко подскочила температура, тяжело дышал. Мама вызвала скорую помощь. Ребенка увезли в Ошибскую больницу. Вот в больнице ему стало хуже все. Резкого ухудшения как бы пошло. Перестал пить, вялый стал. Рвота была. Назначенное лечение пользы не принесло. Тогда ребенка направили в Кудымкарскую больницу. В машине, по словам мамы, Родион был в тяжелом состоянии. В придачу карета скорой помощи оказалась в неисправном состоянии. По словам матери, когда везли ребенка в Кудымкар, машина сломалась 2 раза. Довез ее до медучреждения, в итоге муж. Ребенка сразу направили в реанимацию, а через некоторое время врачи сообщили, что мальчик умер. В Министерстве здравоохранения провели свое расследование. Оказалось, что дефекты в лечении были допущены и в Ошибской больнице, и сотрудниками скорой помощи и реанимации. На тот момент виновные отделались выговорами. По результатам комплексной проверки ряд сотрудников прошли тематические усовершенствования на ведущих клинических базах. Администрация больницы вынесла административное взыскание по всей цепочке оказания медицинской помощи. Причину смерти не называют. По факту смерти ребенка следователи возбудили уголовное дело. После судебно-медицинской экспертизы обвинение предъявлено 2 сотрудникам больницы. Предъявлено обвинение по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Максимальное наказание по которой в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Сейчас материалы дела переданы в суд. По имеющейся в редакции информации, реальный срок может грозить педиатру Ошибской больницы и фельдшеру скорой помощи. Ребенка с подобными симптомами по регламенту больницы сразу должны были везти в Кудымкар. Чтобы доктора, они признали свою вину. Вот для меня это главное. Признать вину себе очень тяжело человеку. Родион в семье Анны Кургановой был 3-й ребенок. Прошел почти год, а по словам матери, врачи даже извинений своих не принесли. Дмитрий Буланов, Александр Рябков, Вести Пермь. Кудымкарская городская прокуратура чулатис совещанию, когда он участвует с милым представителем. Карич городской прокуратуры панташиса округиш прокурор и СМИ. Александр Гис оштис совещанию торжественной торрен. Кудымкарич главный прокурор поздравит из юрлинского прокурора с должностью назначения. И главная искренняя любовь к своему делу является залогом эффективной нашей деятельности и выполнения долга прокурора. Желаю вам крепкого здоровья, новых профессиональных успехов, доброго сердца, поддержки коллег. С уважением, прокурор Коми-Пермяцкого округа. Все расписались, поздравляем вас. Спасибо. И, пожалуйста, в нашу семью прокуроров Коми округа. Юрлинский район черты прокурор Неуджала Жанна Баталова. Эшетик бурьер адресуется Качевский район прокурорла. Евгений Вековшинин лишится очередной классный чин. Юстициан старший советник лишь. Очлань пондачиса Бертин совещание лишь главная тема. Прокуратура и СМИ классен взаимодействия. Актуальность именно взаимодействия со СМИ округа. Потому что окружные СМИ здесь у нас и читаются, и смотрятся во всех районах. Ну, из основных проблем взаимодействия хотел бы отметить все-таки из недостатков это качество подготовки материалов, которые предоставляет прокуратура. Но это в основном фарма-новости. То есть допускать выражение «залез к прокурорше», я думаю, тоже это было некорректно. Округиш прокурор излаколо уджавно журналистское согласование пыр, сечем совет четис и Карич главный прокурор. К вопросу по согласованию, потому что несет ответственность это, прежде всего, автор, который эту информацию написал. Если там где-то будут какие-то передергивания, естественно, это будет не очень приятно для всех, и для газеты, и для автора публикации.
Внимание, щетиса быдлунша рубрика изла. Неко книджик организует на радиоволн. Округ ФМЛан главный редактор это направление щерти уджаладни. Западноуральская информационная компания лан директор. Касис прокурор изла гижный интервью с диктофон вала. И не осиджа готова шпырт на гижам са новости за. Медбоюащая мез там дына эзвала. Ее респетиса аскада. Закон джугам местаг. Смелом представителес и округиш прокурор из. Касиса лащет на бур сотрудничества. Наставление считать прокуратура орган ветеран. Желание, скажем так, показать броскую статью, броский заголовок, который привлекал внимание, мы должны это тоже уважать, но должны иметь в виду, что еще существует общее понятие этика. Хотелось бы, чтобы чувство уважения и самой СМИ было, здесь присутствовало. Ну и не очень хотелось бы услышать там, где не проверено, что-то вот такое жесткое, какая-то позиция, даже пусть она высказана была другим автором, другим человеком, но вы должны его скорректировать, да, что нельзя. Очланша уджалам касия у наших юррез, каватнян районыш прокуроррез, готово, что речь информациям, это цетный отирос новости скат. Ирина Батуева, Алексей Быков, Вести, Кудымкар. Катчас-рутчас дамадик варпи, зловщиса интерактивный театрлом площадка валын, этнокультурный центр, учачилять понда лошадиса гажа представлению. Чудеса случаются, сказка начинается. Приготовьте свои ушки. Ушки показали свои ушки. Приготовьте свои глазки. Глазки показали глазки. Сейчас вы увидите волшебные сказки. Си чочком дарут качок кориса челядес гажа дашин шерама путешествие. Этнокультурный центр Аркматиса интерактивный театр. Татан быдлун варпе зловжены. Понданы боит на дакотрашны челядь коласын. Орсны ныкат, екты надашивны. Интерактивная комната ан югт да гажа. Стена извылын оща джикловья ворва. Кытан мычала маш год ланкаддез. Сетан же будма пориш да крепут кокадуб, лащетам неуджит карчер, татан каджам морков да свекла. Каджит ладурын сулала юи шкерку, кытан ола ачисталыс. Челядь не будь да быдрама кресло эзвылын пукафтан, шедан сказочной мира. Открытие интерактивного театра для детей Бур-Мартина состоялось благодаря реализации проекта победителя конкурса КДУ, учрежденного Центром по реализации проектов в сфере культуры Пермского края. Это 3 небольшие сказочки, объединенных общим сюжетом. Компермятская народная сказка «Лиса и зайчата» и рассказы наших компермятских писателей Елены Коншиной «Волшебные снежки» и Василия Климова «Птичий гам». Актер из Лойса этнокультурный центр лан уджалыщез, кадна аслана сорсаман чактана верит на челядес мучалама. Татан качез велати саторьечины мадиккескат дона аспондатор резан, каджутав корис думает на мечта юлыш, когда качам какат барти лоас бульнеен. Ну а хитрый руч быт прищас каска помын лоищела мажикан, аджи саслас йортезес. Спектакль на сценарии пуктамашка в буре стыца компермятска гижищезлан, Василий Климовлан, Михаил Лихачевлан, да Василий Козловлан. Каднавылыса вджотамаш роч кыввыла. Проектлан авторез не джирмачалана интересная сценка, но и тацетана компермятской культура кат да литература кат. Такая интерактивная форма проведения очень способствует тому, чтобы в наиболее доступной и понятной маленькому ребенку форме донести и рассказать о каких-то важных таких истинах, о том, что надо уважать труд чужого человека, о том, что нельзя брать чужого, нельзя обманывать, что друга надо всегда выручать из беды, ну и, конечно же, что надо уметь делиться, иначе можно остаться ни с чем. Гоще звермиса не джир ведет на представлению, но и отцам на джемлявный карч, чапкаш на тавгат лыман, вердна киезышка езес. Будас это аргматис бульная сказка, кытан быт кага вермис вавгатчина, это волшебный мир берда. Мы пришли на это представление первый раз, очень нам понравилось.
во-первых, живое общение. Детки были все в сказке, очень тоже, в меру своего возраста активными. Очень интересно, можно сказать, необычно. Как раз вот для детей нашего возраста. Интерактивный театр понда съответно има дик сценки, вильготки же вежа да буршата комната, бураса виль декорации, да артисты понда пашкам. Челядь вермаса тацашны виль сказочный герой искат, ветлыны гоститны неорда. Татьяна Конюкова, Алексей Быков, Вести Кудымкар. Кудымкарище гармонист, ачис ремонтируйта и экта гармониз. Анатолий Полуяновның коллекциян стоша унажик музыкальный инструмент. Она была другого вида, то есть я ее покрасил, получается, автомобильной краской, заменил кнопочки, а голоса остались такие же звонкие. Ража виджета и торета реставрация понда. Дечань кольчем гармонь, джик гижис мортыш судьба. Анатолий Полуянов сыкат озян сытчы, да свит год черна. Гармонь ветлета ытлан гармонисткат концерт извела и гастролируйта мушаркужа. Гаражен сыкот дез уна, ния Анатолий ловжета аскаття. Здесь очень хорошая вентиляция и проветриваемость очень хорошая, то есть и любую гармонь можно взять и восстановить вот в первоначальном виде. И она будет звучать как 20-30 лет назад. Столяр-плотниклан профессия из отсална мастерла уджин. Орсан инструменты из локтиса татча быднюжа, мукатса кожналиса, кинка чапкис, а еще унаваиса, сичкичтадына, что кудымкарищ гармонист лошотас жугда месощеламан и лован, да мычалас кыч орсана. Самый шикарный гармонист у нас во всем районе, в округе. Вот, прекрасные песни поет, сочиняет композитор, очень прекрасно. Стоша унажик уникальный музыкальный инструмент, ветчищена реставрация, чужа гармония спашкаласа мушар пашта. Шогмана виль гармониз уна операция пырет. Анатолий Полуянов реставрирует гармониз, баянниз да аккордеонниз, когда с год черна. Вот в таком виде гармония тоже была. Вот, я его разбираю полностью, каждую деталь разбираю, снимаю голоса. То есть планочки снимаю отдельно, снимаю левую полностью механику, снимаю так, вот. Потом крышечки вот эти старенькие все снимаю. Начинаю по отдельности восстанавливать. Мехез вылечевта дермантин и ситец, куля ваш кучик, медбыту исклеит на кушалом картон да ляк на виля. Сиякыч конструктор экта гармонь, электрокартон шкера виль мехез. Вундала сия резецан и пондача меряйтны, кола медбы мехлан кужала шалис мортлан кикат. Раньше было более 40 фабрик в России. Изготовляли очень много гармоний. И в каждой деревне было очень много гармонистов. У меня уходит 40 часов на изготовление нового меха. Ваш клапан из висота шлифовальной машинка вылен, клеита ныберда кучик и флис. Регулируйта и арк мачунье спонда орсан. Реставрируйта гармонь лишь корпус, вежа хлопчик кез кращита и полируйта крышка из. Шогмана фабричный бышем чужема гармоньез. Реставрированная и еще ремонтом инструментез. Мастер мычала выставка вылен. И тацета отерес коллекция уникальный экземпляр рискат. Эти гармонии хромки старые, они очень редкие гармонии. Это гармонь, вот, 1941 год, 13 июля. Это прекрасно, что есть такие люди еще, у нас не перевелись. Сейчас редко где найдешь вот таких. Вот у нас есть вот Анатолий Николаевич, это вообще прекрасный человек, занимается этим мастерством. Гармонь разновидность из уна – язычковый клавишно-пневматичный музыкальный инструмент, популярный россиян колям векшань, зорота культура и нота сия асвалас кджзнамия.
Ирина Батуева, Алексей Быков, Вести, Кудымкар. Бажану деревня строит новичку. Точно событием Лойсия мы часовня выла лептиса купол. Эша революция вот уж башну деревня, вот это место был строит там храм. И уже уна год из озни уджав. А рядом Керкун Ола хранительница, баба Анна. Аслас, как я мыздас года, Анна баб озджук быдас веща ритуал. Всяко чевта вичку и юрбита еннезла. Анна Иосифовна дорис часовня, карсема диса чушкана мовылищ. Отит пура баба, модит пура баба, замок бошти и замокай. И больше сеть поневежный пурны. Где-то свой слепой вы, да вистайс, вичку за некин вен сет. И даже тесен сет, что вичку сет некин ва. Кранити, мемы сакцет вов я пырвакар, пона кранити. Вичку и школьчем важен пыл баблын реликвия. Это икона Сылан Спаситель. Это икона за боштай. Este no goreița iubita nekino zagiu, nekin medinos vok. Это менам икона один Спаситель. Мерни кинга вистайся. Спаска вас поможет узвичку схочтася. Господи, Господи, а тим только клон я юрбита аж на Господи схочта, чтобы мне это вичку ветви. Очно касьяна вильса, когда бажаноиш олищез ашны строитена. Быды месяц прихожанан ыктам день гавылышок мискерны пашкат удж. Часовня лептиса, кольчуса пучкиш уджез. Они пожертвования звела небеса и ваиса купол. Чудо, это чудо, вот бажано строится церковь. Это же, значит, Божья благодать. Это вот, где Божья благодать, там будет хорошо. Вичку начулались чина священия, осветитися купол и крест. Обряд коста православный злудетися молитвез и юрбитися енла. Крест тогда купол, так храмовое здание овны озвермы. И святое воскресение Твое. Прихожана окалиса перная и кеймиса енла. Батюшка Мавтис православный язычки мыссез и Иерусалимиш ваем виан. Освящение было локтиса Юсинска районыш уна олищез. Торжественный лун Лоис Оланын знаменательный событиян. Надеюсь, у меня внучки будут ходить. Я и сама буду ходить. Да, Женя? Я скажи, хоть и маленький, я тоже скажи, уже крещеный. Олищез ашны слептисо купол да крест кран бортвыла и крепитися ния стропаан. Экшем мезлоиса историческое событие лан свидетелезен. Храмовая символика каис выла на енажа. Башенная швичка была лептана купола, это лом и духовная культура, посадным по азоравну велищ. Это лун зататан вечищиса уна дас годдез, безбожный кат помаща и енчета учит благодать, покровительница княгиня Ольга. Очлань по нас дорины деревня да улищезас и мечетас гагарбыдас. Родилась медатан, будми и вот мы очень радостно там, что сутатан и тоже решили вовремя это событие отметить. В душе аж народу зверительно тоже и Олана саш буржукло, чтоб мид на земле. Отерлан мечта пырис Олана. Веш светила на купол щет из храмла величия. Часовня Лоис бур Оланлан опоран. Видите, этот храм, часовня, он воздвигнут в честь великой княгини российской Ольги. Вот, и поэтому мы планируем на будущий год, уже 24 июля, ее память совершается, открыть первое богослужение. Храм, но он уже как бы на стадии купольного покрытия. Дай Бог, чтобы с возрождением жизни в селе поменялась, люди стали лучше, добрее. Бажаную швичку понасоветлатн татыш и матын деревня зиш верующеез. Тланыка джелоктас и Анна баб. Отерверитена мы чожа часовня черти уджес помащаса, и мия отлашаса молитван, великая княгиня Ольга покровительница лан храмын. Ирина Батуева, Алексей Быков, Вести, Кудымкар. Талун вичку из импанталана рождественский пост. Рождественский или модняш Филиппов пост лоу медбурьян это года. Это пост кыща нёль дас лун и лощата верующей отирост Рождество кежа. Медбу покаяние молитва да пост пурьет не опанталися это вежалунса сестом шелеман.
И надо сказать, что пост этот не строгий, поскольку разрешается вкушение рыбы, рыбных продуктов, но можно поститься по мере своего, так скажем, духовного роста. Со 2 января последние дни до Рождества – это строгий пост, когда даже верующие не вкушают масла растительного, рыбы, а кто-то даже сухоедением справляется. Постна неделя коста понедельника, среда до пятница, осту щойну чери, а джир вечерня борщань постна вита къс да къджит шоян, нянь карж да фруктез. Мадик лунне за вторника, четверга, суббота до крещения, туя щойны постна виен шоян. Вичку ладжа шогалыш пыриш отирла, да челядьла пыртна шояна колананы понда продуктез. Приготовление себя к встрече с Рождеством не только в воздержании от пищи, но еще в частом посещении богослужений, в учащенной домашней молитве, именно в более пристальном наблюдении над своей душой, чтобы воздерживаться от разных мыслей греховных, не только дел, но даже мыслей, частом покаянии и исповеди. И таким образом, вот это называется все в целом говение. Быть морд борья, че спостует на шоянан или не, постлан кадот салакерны верующей мортла, состамжикан быдлун шаолан, да пантавны гаша вежалун Христос лишь Рождество, кокнет челаман. Это было миам быдас велич панташама ашинасов нас быдас вурса аджишлтадж.